скажете. Хорошо. Или когда начнем? Может, Можно все начать, да. Добрый день, уважаемые коллеги. Мы начинаем с вами вебинар. У нас сегодня в гостях Ольга Леонидовна Янушкевичене, доктор педагогических наук, доктор математических наук, профессор кафедры общей и социальной педагогики Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, город Москва. Тема нашего семинара – преемственность предметной области, основы религиозной культуры, светской этики и основы духовно-нравственной культуры народа в России, знакомство с содержанием модуля и учебно-методическим комплектом этого модуля «Основы православной культуры» с 4 по 7 класс. Я предоставляю слово, Ольга Леонидовна. Пожалуйста. Спасибо. Здравствуйте, дорогие коллеги. Если в настоящее время кто-то смотрит этот вебинар, я была бы очень рада, если бы задавались какие-то вопросы, потому что тогда наше общение было бы намного более живым и эффективным. Но если вопросов не будет, то тогда я просто расскажу о том, как писались эти учебники и о том, как осуществляется преемственность модуля ОРКС, точнее предмета ОРКС, и как вот этот предмет в каком-то смысле перетекает в ОДНК-НР, хотя предмет тут как таковой не заявлен, но тем не менее предметная область есть, и мы все понимаем, что основным значением этой предметной области является духовно-нравственное воспитание. Начну с того, что первые учебники лично я и вот один из наших соавторов, отец Виктор Дорофеев, начали писать еще в 90-е годы. Потом преподавание развивалось преподавание в светских школах, связанных с православной культурой предметов. И наши учебники видоизменялись, становились более подходящими для школы. И в настоящее время у нас имеются изданные в русском слове и написанные именно для преподавания основ православной культуры учебники с 4 по 6 класс. 7 класс, учебник 7 класса уже тоже написан, но пока вот он не издан и ждет своего издания. Теперь я немножечко хотела бы остановиться на том, как мы подходим к изучению основ православной культуры. Дело в том, что сейчас, согласно ВГОСу, как мы знаем, духовно-нравственное воспитание учащихся является приоритетным. А вот когда еще давным-давно, как я сказала, еще в 90-е годы мы начали писать наши учебники, мы, будучи практическими педагогами и общаясь с детьми, а не только занимаясь писанием учебника, очень как-то глубоко ощутили с отцом Виктором, что если говорить с детьми о православной культуре, то в первую очередь нужно говорить так, чтобы что-то оставалось в их жизни, то есть чтобы происходило их духовно-нравственное воспитание, потому что в православной культуре известно, что дело без веры мертва, так писал апостол Иаков. И вот если мы позиционируем себя как православные люди, безусловно, это очень сильно обязывает. И самое главное, что мы можем делать, говоря о православной культуре, это говорить так, чтобы наши слова дошли до сердца ребенка. А если они доходят до сердца ребенка, то тогда неминуемо ребенок получает вот то самое духовно-нравственное воспитание, о котором сегодня так много говорится. А еще я должна заметить, что сейчас уже очень многие серьезные ученые, как психологи, так и педагоги, и вот в частности у нас в Свято-Тихоновском гуманитарном университете ставятся вопросы о том, каким образом можно все-таки обеспечить интериоризацию ценностей, которые мы хотим транслировать при общении с детьми, учащимися. То есть вот каким образом сделать так, чтобы ценности, о которых мы говорим, стали для детей своими.
своими. Потому что пока мы просто формулируем, что вот добро это там то-то, 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 зло это то-то, то-то, еще там какая-то добродетель такая-то это и такая-то, мы можем надеяться, что если дети нас слышат, они запомнят эти формулировки. Но формулировки не ложатся в основу поведения. Чтобы воспитать именно в нравственном смысле детей, нужно что-то другое. И вот этот вопрос о том, как все-таки происходит эта интериоризация ценностей, как вот какие-то слова переходят в сердце ребенка и становятся его словами, это очень-очень большая проблема. И я могу сказать, что вот еще с 90-х годов фактически мы эту проблему с авторами начинали решать. Вот я сегодня привезла такой учебничек. Этот учебник был написан еще в 92-м году. И, как вы видите, он называется «Дерево доброе». Фактически это один из первых учебников по православной культуре, потому что тогда вообще не было никаких учебников, и лично я начала писать что-то не потому, что у меня был писательский зуд, у меня как такового писательского зуда не было никогда, а просто потому, что я преподавала детям православную культуру. Я тогда жила в Литве, и у нас с 92 года ввели как обязательный предмет курс «Основы нравственности», и на нем дети делились на модули, так же, как здесь на ОРКСе, и в том числе преподавалась православная вера. Даже православная вера, а не православная культура. И вот учебников не было, и был написан вот этот первый учебник, который отчасти похож на рабочую тетрадь, но там есть и тексты. И, как видите, название «Дерево доброе». То есть начинали мы именно с нравственного воспитания. И, собственно, вот как начали, так до сих пор и продолжаем. И вот если говорить о первом учебнике, написанном уже непосредственно для школ, то есть учебнике, написанном в рамках предмета ОРКСе, в рамках предмета «Православная культура», нужно сказать, что на самом деле существует ряд целых учебников, и каждый учебник или учебно-методический комплект, написанный для предмета «Православная культура», он чем-то своим отличается. Безусловно, каждый учебник отражает мировоззрение авторов, их вовлеченность в ту или иную сферу культуры. Наши учебники отличались всегда тем, что мы делали основу на нравственном воспитании. И вот этот вот наш учебник для 4 класса, он как раз и отличается тем, что в нем говорится о нравственном воспитании учащихся. И когда мы начали, когда образовалась вот эта предметная область о ДНК НР, мы, конечно, начали писать учебники по православной культуре для этой предметной области. На самом деле, так как мы пишем уже давно, 5 класс мы начали писать еще раньше, еще до того, как ввели предметную область о ДНК НР. Дело в том, что до русского слова мы сотрудничали с издательством «Пропресс». И вот в «Пропрессе» у нас опубликованы с отцом Виктором учебники с 1 по 4 класс для изучения основ православной культуры. Безусловно, до введения ОРКСе в основном такое преподавание велось в православных гимназиях или в воскресных школах. И именно на эти адресаты мы ориентировались, когда писали наши учебники. Так вот, когда учебник для 5 класса был уже фактически написан, ввели вот эту образовательную область о ДНК НР. Но мы, конечно, хотели в первую очередь, чтобы наши учебники дошли до детей, а это в первую очередь светская школа. И мы тогда обратились к нашему издательству, к тем людям, которые занимались распространением учебников, с просьбой все-таки пытаться получить гриф министерский с тем, что можно было бы по этому учебнику преподавать в светской школе. Но у этого издательства не получилось, сейчас очень большие трудности, и поэтому мы вот с горечью расстались с тем издательством, но с радостью вот теперь сотрудничаем с издательством «Русское слово», потому что наши учебники в настоящее время и для 5 и для 6 класса получили гриф, имеются в федеральном перечне, и мы надеемся, что дойдут до детей. Могу сказать, что уже из очень многих областей России к нам приходят очень хорошие отзывы после использования наших учебников. Нам учителя благодарны, потому что говорят, что действительно вот то, о чем мы пишем, часто возможно донести до сердца ребенка. А это, собственно, как я уже говорила, наша основная цель.
Теперь, если говорить о наших планах относительно всей этой образовательной области, которая растянута с 5 по 9 класс и называется «Основы духовно-нравственной культуры народов России», то у нас планы написать учебники на все года обучения в этих классах. На самом деле, если говорить о министерских планах, то они до какой-то степени не очень четко определены в настоящее время. Но в прошлом году, в феврале, было разослано письмо рекомендательное из Министерства просвещения России, в котором говорилось о том, что если ученик изучал основу православной культуры в 4 классе, то он имеет право продолжить изучение именно православной культуры, а не вот какого-то такого непонятного предмета с каким-то непонятным названием в рамках вот предметной области от ДНК-НР. То есть вот когда мы писали свои учебники, когда министерство давало нам гриф, это, безусловно, делалось не для того, чтобы учебники легли на полку, а именно потому, что эти учебники имеют право быть в школе. Они имеют право быть для тех детей, которые хотят изучать православную культуру, или для тех детей, родителей, которые хотят, чтобы дети изучали православную культуру. И вот когда мы располагали такие глобальные темы по годам обучения, то мы поступили следующим образом. Когда мы еще готовили учебник для 5 класса, мы, зная особенность детей этого возраста, просто собрали вопросы пятиклассников, которые они задавали перед этим на уроках по православной культуре. Потому что, как вы знаете, и в некоторых школах Москвы православная культура преподавалась еще до ОРКС и сейчас преподается во всех школах. Юг России изучает православную культуру тоже практически со времен перестройки и так далее. То есть были ученики, которые изучали православную культуру в 5 классе еще до того, как открыли вот эту образовательную область от ДНК-НР. И поэтому мы собрали вопросы детей, которые они задают педагогам именно на этом уроке. Зачем мы это сделали? Дело в том, что, во-первых, у нас очень большой опыт преподавания в разных классах. Вот лично я одно время преподавала в Литве православную веру в светской школе с 1 по 12 класс. В каждом классе у меня было, в каждой параллели у меня было по классу, и вот я преподавала с 1 по 12 класс в течение достаточно продолжительного периода. То есть лично я знаю глаза детей не по учебникам, а вот по общению с ними. Отец Виктор тоже очень много работал и в воскресной школе, и общался с молодежью, то есть мы педагоги практики. А кроме того, вот я преподаватель Свято-Тихоновского гуманитарного университета, и вот мне удалось с научной точки зрения обобщить какие-то вот эти вот практические наблюдения, и могу сказать, что в каком-то смысле я являюсь специалистом по возрастной педагогике. И люди, которые занимаются возрастной педагогикой, прекрасно знают, что 5 класс – это начало подросткового периода, и дети становятся совершенно другими. То есть мы все знаем, что за обучение в школе дети меняются кардинально, меняются дважды. Один раз это когда они переходят из началки в основную школу, и второй раз, когда из основной школы они переходят в старшую школу. То есть если до этого дети были одни, то вот после этих рубежей они становятся другими. И с ними снова нужно говорить, как будто они почти ничего не знают, и как будто они почти ничего не слышали, потому что они переосмысляют все то, что знали до этого. И вот поэтому мы особым образом подошли к пятиклассникам. Вот они начинают все это переосмыслять, хотя они уже, скорее всего, изучали православную культуру в 4 классе, но вот они пришли в 5 класс. Что получается? Уроки, на которых говорится о том, что мир не сотворен, как им говорили на православной культуре, а мир возник через эволюцию. Как это понять? Как это совместить? Или чепуха все то, о чем говорилось в 4 классе на уроке православной культуры, или что? Ведь нельзя же сказать, что наука не права или что-то там не то преподается в школе. Так вот, первый урок у нас как раз о том, что на самом деле
Библия не только не противоречит научным теориям возникновения мира, она их углубляет. Ну вот сегодня, на сегодняшнем вебинаре у меня, конечно, нет времени поговорить об этом подробнее, но вот когда у нас будет встреча вживую с учителями завтра и послезавтра, там, я надеюсь, это время будет, и я расскажу, как там на самом деле, и как вот все-таки снимаются на самом деле все противоречия. Противоречия эти возникают там, где мелко, там, где науку плохо знают, и там, где Библию плохо знают. А там, где глубина науки и глубина знания Библии, там нет противоречий, понимаете? Потом там есть уроки о добре и зле, есть уроки о дружбе, есть уроки о любви даже, потому что они думают уже о любви, особенно девчонки. Девчонки взрослеют быстрее, и вот то, что они, скажем, до сих пор даже бывает смотрят сериал «Сумерки», это, знаете, о многом говорит. У них есть интерес, и вот если не поговорить с ними как-то вот так в чистоте об этом, в полноте, то могут быть, ну, самые странные отклонения на этот счет и различные казусы, которые, ну, совершенно не нужны нашим детям. Ну и так далее. То есть вот первый из этой предметной области 5 класс, он заполнен ответами на вопросы детей. Вот здесь показан этот учебник, я не знаю, видна презентация, может быть, и видна, да? Вот здесь и есть, ой, я не туда нажала. Хорошо, так вот здесь есть виден учебник для 5 класса, а еще видно, что есть рабочая тетрадь для 5 класса, потому что, ну вот, мы стараемся очень глубоко общаться с детьми, очень глубоко говорить, но ребенок устает эмоционально, если вот эмоциональная такая атмосфера очень-очень глубокая и тонкая постоянно. Поэтому вот нужно, чтобы наш урок в эмоциональном смысле шел волнами, то есть вот эмоциональный подъем, когда мы о чем-то очень серьезном говорим, а потом все-таки вот какое-то более спокойное состояние, вот в этом более спокойном состоянии мы занимаемся рабочей тетрадью. Там очень продуманное, взвешенное задание, там нет пустых заданий. Есть, конечно, и ретроспективное задание, но есть очень много и творческих, когда ребенок должен о чем-то подумать, когда вот именно выполняя задание, он обретает какие-то значимые и важные для себя глубинные вещи. Но также есть методическое пособие, в котором в некоторых местах есть дополнительные задания, везде есть какая-то дополнительная литература, каждому уроку указывается. Ну и в нем также сформулирована некоторая возможная помощь учителю при построении урока. Теперь, если говорить о 6 классе, то в 6 классе мы тоже исходили из возрастных особенностей детей. Ну, вы, наверное, прекрасно себе представляете, что в 6 классе, во-первых, дети ищут свой идеал. То есть вот ищут кого-то, за кем они могли бы идти, и кто был бы для них примером на их жизненном пути, с одной стороны. А с другой стороны, характеристика этого возраста заключается еще и в том, что у ребенка фактически, ну вот уже завершается формирование исторического мышления. То есть если в младшей школе ребенок, в общем-то, не мыслил историческими фактами, не очень-то представлял себе ленту времени и так далее, то вот 5 и в значительной степени 6 класс – это возраст, когда формируется именно историческое мышление. И вот тут вот нужно заметить, и нам с вами тоже об этом вспомнить, что на самом деле в православной культуре время понимается немножко иначе, даже я бы сказала не немножко, а в значительной степени иначе, чем оно понимается вот в таком бытовом понимании. Дело в том, что в православной культуре, можно сказать, основой православной культуры является понятие вечности. Да, мы вот, когда даже живем светской жизнью, мы очень часто тоже хотим, чтобы наши дела какие-то оставались вечно, мы хотим, чтобы нас помнили вечно. Понимаете, на самом деле каждый человек, какой бы вере он ни принадлежал, или даже если он вообще не верит и
в Бога и не принадлежит никакой религии. Понимаете, вот человек все равно знает, что на самом деле он не пылинка, которая какая-то, на которую дунул ветер и ее сдуло, а он понимает, что на самом деле у него какое-то удивительно глубокое предназначение на Земле. И поэтому вот на протяжении веков существования человечества люди так отчаянно боролись за вечность. Вот помните очень известный пример, как в свое время человек сжег храм великолепный, только бы чтобы его имя как-то так не пропало из истории. И многие-многие подвиги совершались людьми именно вот для того, чтобы остаться в вечности, остаться в памяти, не исчезнуть. Но, понимаете, это вот как бы такое понимание вечности, которое вот требует непременного запоминания имени человека, оно, но все-таки, на мой взгляд, не слишком глубоко. А вот глубина понимания вечности, она дается в православной культуре. И вот именно на уроках православной культуры вот к этой вечности по-настоящему замечательно, красиво, так чтобы ощутить свое собственное человеческое достоинство, ребенок может именно и должен даже в возрасте где-то вот примерно 6 класса. И вот на страницах нашего учебника мы как раз постарались, чтобы вот это дыхание вечности ребенок ощутил. Каким образом? Мы совместили поиск идеала и вот это вот дыхание вечности. Дело в том, что в православной культуре действительно, во-первых, есть один высший идеал, это воплотившийся Христос, который не совершил за свою человеческую жизнь ни одного даже маленького греха. Но есть и люди, которые следовали за Христом, которые потом прославлены церковью как святые, и которые действительно явили на земле какое-то вот замечательное служение, какую-то вот неизмеримую высоту человеческого подвига. И вот эти святые, они были очень разными, как вот разнятся между собой все люди, также разнились между собой и все святые люди. Каждый имел свои какие-то особые человеческие качества, но вот что интересно, что в православной церкви святые разделены по ликам святости, то есть вот были мученики, которые прославились именно тем, что они претерпели до конца мучения за Христа. Были преподобные, это вот князья, например, были преподобные, это монахи, которые вот уходили в глухие уголки нашей земли и там каким-то образом наедине оставались с Богом. Были благоверные князья и княгини, которые прославились именно тем, что мудро управляли нашей, например, страной или другими странами. То есть вот лики святости, они очень разнообразны. И вот эту вот полноту мы представляем на страницах учебника для 6 класса. При этом мы говорим о них не как о людях, которые жили когда-то, а вот сейчас уже их просто и нет. Мы говорим о них как о живых, потому что православные люди считают, что до сих пор к этим святым можно обращаться. Они мало того, что помогают, они реально присутствуют в жизни православных людей, которые в настоящее время живут на земле. И кроме того, мы всегда стараемся связать именно с современной жизнью, когда мы говорим что-то о тех людях, которые уже ушли в вечность. То есть у нас очень много примеров на страницах этого учебника именно из нашего времени, из жизни наших современников, из жизни тех людей, которые действительно живут рядом с нами. И вот такое вот соединение с одной стороны прошлого, с другой стороны настоящего, оно не заканчивается только настоящим и прошлым. Все это направлено в будущее, потому что те святые, которые прославлены у Бога, они имеют вечную жизнь. То есть они не только имеют жизнь прошлую когда-то на земле и жизнь настоящую, участвуя в какой-то жизни, в том числе и живущих людей, но у них есть еще и жизнь так называемая будущего века, такой есть термин в православной культуре, жизнь будущего века, то есть вот они реально вошли в вечность.
И вот, знаете, вот такое прикосновение к вечности, ну, безусловно, через образы вот этих святых, оно, с одной стороны, во-первых, очень интересно, во-вторых, раздвигает границы возможного исторического мышления, а в-третьих, ну, вот как раз дает идеалы для наших детей, потому что, к сожалению, сейчас ведь идет колоссальная подмена ценностей, и те кумиры, которым бывает следует ну, в том числе и наши дети, и мы сами, бывает, следуем каким-то кумирам, но они очень часто не являются нам нравственной красоты, а ведь это страшно. Если мы будем идти за гнилыми поступками, за гнилыми словами, то наша страна сгниет, в ней не будет ни героев, ни каких-то вот людей, которые творят что-то высокое, большое, не тех, которые готовы чем-то пожертвовать, а будет вот эта страшная, отвратительная, дурно пахнущая гниль. Поэтому вот необходимо нужно давать детям нашим высокие идеалы. И они есть. Есть вот в рамках православной культуры в частности. А теперь, если говорить о 7 классе, то, как вы знаете, подразничество набирает, можно сказать, свои какие-то пиковые характеристики именно в 7 классе. И если говорить о возрасте, с которым труднее всего найти общий язык, то это, конечно, будет 7 класс, потому что вот отрицательное качество подразничества в 7 классе ярче всего высвечивается. И вот для них мы написали уже практически, как я уже сказала, учебник, ориентируясь на следующее. Мы поднимаем те проблемы, которые им интересны, но даем ответы в рамках православной культуры. И тут вот в каком-то смысле, с одной стороны, это перекликается с 5 классом, потому что там тоже были фактически ответы на детей. А здесь мы говорим, ну, тоже вот о том, что близко и интересует детей, но, безусловно, уже на другом уровне, потому что все-таки 5 и 7 класс – это дети, которые сильно отличаются друг от друга по своему жизненному восприятию, по каким-то своим проблемам, по каким-то устремлениям. То есть 5 класс, он еще одной ногой все-таки в послушании, а 7 класс – это класс, которого нужно заинтересовать, увлечь, и только тогда он с тобой будет говорить. Это вот возраст, когда они не слушают просто потому, что ты учитель. Они слушают того, кому они поверили, за кем они готовы идти. И вот мы как раз и старались подобрать те темы, которые, с одной стороны, их увлекали, а с другой стороны, когда мы отдавали ответы на эти вопросы, безусловно, мы сами давали из глубины именно сокровищницы православной культуры. А сокровищница глубочайшая, и ответы получались, на наш взгляд, достаточно весомые и интересные. При этом еще мы учитывали следующий фактор. Вот именно подросток, вот как раз 7-классник, проходит процесс самоидентификации. То есть вот если в 5 классе они уже начинали осмыслять мир вокруг, ну, с какой-то собственной точки зрения, то в 7 классе этот процесс набирает максимальную силу. То есть они должны понять, кто они. У них вот этот подростковый негативизм как раз очень часто связаны именно с тем, что они как-то вот, ну, пробуют, и там пробуют, и тут пробуют, и они хотят найти себя. Вот именно противоречия кому-то, совершая поступки, которые не являются, ну, может быть, даже хорошими, они пробуют, вот нас пробуют, чтобы мы как-то отреагировали на эти поступки. Они пробуют свои возможности, но в конце концов, в сухом остатке, они хотят понять, кто они. И вот психологами описано, через что идет процесс самоидентификации. Ну, это имя ребенка, это его тело, это признание со стороны других людей и так далее. Там вот есть набор характеристик, которые, ну, как раз вот способствуют тому, чтобы человек самоидентифицировался. И вот как раз именно помочь с процессом самоидентификации и является целью нашего учебника для 7 класса. То есть мы говорим об имени человека,
мы говорим о предназначении человека, мы говорим о том, что для человека, чем для человека является его тело. Мы говорим, безусловно, об невероятной любви Бога к людям, потому что вот, признание и любовь со стороны других людей – это очень важная для самоидентификации характеристика ребенка. Ну и так далее. Очень много интересных тем в 5 классе. Какие-то я уже даже опробовала. Вот я была не очень давно в Кисловодске, и там мне собрали группу детей, и я вот какие-то вещи, которые уже написаны для 7 класса, с ними проговорила. Но интерес был, потому что действительно детям очень важно говорить о себе, о них самих, но говорить так, чтобы это, ну, как бы поднимало над этой жизнью, потому что слаться по этой земле – это, ну, как-то так неинтересно. Это они и сами могут во все тяжкие пуститься и там что-нибудь такое совершить. А вот над этим приподняться, оторваться от этого, вот ощутить какой-то вот в душе свежий ветер и идти за ним, вот это вот как раз то, что мы можем им обеспечить. Известная всем вещь, что по-настоящему зарядить содержанием общения подростков может именно взрослый человек, а у самих у них сил не хватает, хотя у них, конечно, есть свои лидеры, но у них не хватает, у этих лидеров, силы, чтобы, ну, каким-то образом приподнять детей над действительностью. Потом, если говорить о 8 классе, то у нас только задумка пока. Дело в том, что для того, чтобы аттестоваться по предметной области от ДНК-НР, а в общем-то сейчас по положению министерства ребенок должен в конце изучения этой предметной области в 9 классе получить оценку по этой предметной области. Так вот, министерство выдвинуло задачу такую, чтобы как минимум 2 года в рамках этой предметной области преподавался какой-то предмет, который входит в цикл предметов этой предметной области, в частности, православная культура. Вот может она преподаваться хотя бы 2 года, и тогда вот по результатам этого преподавания педагог уже может поставить оценку, которая потом пойдет в аттестат. И хотя, конечно, на мой взгляд, лучше все 5 лет изучать православную культуру, но мы вот хотим сделать такую вещь, чтобы вот к нам могли прийти те дети, которые, ну, далеки от православной культуры, именно в православном ее звучании, но интересуются русской культурой, с одной стороны. А с другой стороны, и те дети, которые, ну, вот сугубо интересуются православной культурой, тоже могли бы в рамках этой предметной области найти возможность получить оценку. Так вот, если мы говорим о 5 и 6 классе, то это вот все-таки такая сугубо опора именно на православную культуру. А вот 8 и 9 класс мы хотим написать так, чтобы это уже было приемлемо, ну, и для тех людей, которые, скажем, не совсем определились с тем, принадлежат ли они православной культуре. Почему именно 8 и 9? Опять же, возрастные особенности детей. Дело в том, что вот педагогически неграмотно расслаивать сознание ребенка в начальной школе и в подростковом возрасте. В начальной школе ребенок идет за педагогом. И если педагог начинает преподавать предмет истории мировых религий, то получается, что вот люди как-то вроде как не договорились, взрослые, вот одни там в одно верят, другие в другое. И, понимаете, у ребенка расслаивается сознание, он теряет ощущение истины. А если мы хотим ребенка воспитать, то он не может пребывать вот в таком раздерганном состоянии отсутствия истины. Он тогда эту истину никогда не обретет. Поэтому хорошо, если вот в младшей школе ребенку преподают что-то одно, ну там основу православной культуры или хотя бы основу светской этики. То есть вот как-то вот что-то одно, что выработано в одном ключе, и действительно вот что-то, идеалы чего разделяет сам педагог, который ведет это преподавание. Подросток тоже, в общем-то, в первую очередь ищет истину. Вот правда ли то, что ты говоришь? Веришь ли ты в то, что ты говоришь? Если да,
И если вот ты его чем-то увлечешь, он готов с тобой идти. Но если ты начинаешь опять же мяться и невнятно говорить о том, что да вот одни-то там про то говорят, а другие про то, а еще там кто-то про что-то, понимаете, он не пойдет за тобой, и ты его не воспитаешь тогда. Это не означает, что может возникнуть какой-то конфликт между преподавателями, между учениками, изучающими различными модулями. Нет. Понимаете, одно дело оставлять другому возможность быть другим. И православие всегда учит, что человек свободен. И он свободен в том числе выбрать для себя ту религию, которую он считает истиной. Но это одно. А совсем другое, когда вот говорится, что истины вообще не существует. И как-то вот одни про одно, другие про другое. Понимаете? Вот это очень тонкие и разные вещи. И поэтому вот для подростков тоже не подходит вот такое преподавание то о сём, то о том. А вот в старших классах, там, точнее, приближаясь к старшим классам, дети, как я уже говорила, в очередной раз меняются, точнее, во второй раз меняются. И вот там как раз меняется их восприятие. Если до этого они готовы были идти за истиной, то здесь они еще должны подумать, а что есть истина? Или кто есть истина? То есть, понимаете, вот истину в готовом виде именно старшеклассникам дать уже невозможно, потому что они ее не примут. Они хотят сами ее найти. И вот тут вот как раз им очень естественно дать спектр возможных мнений, возможных взглядов, возможных поисков. И как раз вот и видеть им поиск, который люди совершали на протяжении всего существования человечества. Поиск истины, поиск Бога, поиск правды и так далее. Понимаете? И вот тут вот мы как раз хотим 8 и 9 класс наполнить именно таким содержанием. То есть вот в 8 классе там как раз идет по обществознанию изучение различных религий. И вот мы параллельно хотим дать курс по истории религии в рамках вот православной культуры. Почему в рамках православной культуры? Ну, потому что все равно какая-то позиция должна быть. Да, вот мы православны, но мы уважаем и, так сказать, признаем тех людей, которые имеют другое вероисповедание. Мы интересуемся этим. Мы вот готовы об этом говорить. Но не только это, потому что мы хотим, чтобы год был наполнен и другими темами. То есть мы хотим в этом же году поговорить еще о том, как в искусстве, в культуре проявляли себя те люди, которые были носителями православной культуры. То есть это уже как бы вот не изучение православной культуры как не изучение источников православной культуры, таких как, скажем, Библия, Евангелие, а это вот изучение художественной литературы, но той, которая была написана православными людьми. Это ведь, знаете, удивительно глубокий слой. И именно в русской культуре, которая фактически сформирована православной культурой, хотим мы это признавать или нет, но это так. Вот понимаете, в ней буквально сокровищница вот таких произведений. Вот мы хотим подобрать наиболее интересные, наиболее цепляющих ребят отрывочки из этих произведений, а потом с ними говорить об этих произведениях. То есть это вот вторая часть. Ну а уже, соответственно, в 9 классе мы хотим тоже 2 такие крупные темы взять для обсуждения с ребятами. Первая тема – это тема семьи, ну, потому что в наше время, к сожалению, семья очень часто поругана, вот именно поругана, и тот свет, ту опору, которая, вообще говоря, должна быть в семье, часто дети и в семье своих родителей не находят и не могут это транслировать в свою будущую семью. А на самом деле вот в традиционных рамках, вот в рамках, скажем, православной традиции, семья простроена до мельчайших деталей, то есть какие отношения в семье, какие отношения с детьми, там так много тем для разговора, и, знаете, для ребят этого возраста это так интересно, потому что, безусловно, у них уже есть мысли о том, какой будет их собственная семья, когда они сами эту семью построят. То есть вот семейное воспитание будет
такой вот серьезной темой для этого 9 класса, но еще выбор профессии, потому что фактически вот потом они уже начинают растекаться на всякие эти модули, выбирать эти уровни и так далее, и вот как-то в какую сторону им выбирать и что им все-таки потом в жизни искать, можно поговорить уже вот в 9 классе. Это будет, на наш взгляд, хороший такой задел для их осознанного выбора профессии в дальнейшем. Ну вот я вкратце рассказала о содержании наших этих уроков с 4, точнее с 5 по 7 по 9 класс. Вопросов я пока не вижу, не слышу, но так как вебинар еще не закончился, я тогда могу попробовать как раз порассказывать подробнее о том, что же говорится в учебниках по православной культуре. В частности, в 5 классе, как я уже говорила, ну, тогда начну подробнее рассказывать о том, что мы, собственно, пишем, то, что я уже в каком-то смысле анонсировала, когда начинала этот вебинар. Вот, например, почему то, что написано в Библии, не противоречит научным данным. Ну, это уже конкретика, так как вопросов я не услышала, но буду тогда какие-то конкретные вещи говорить. Так вот, почему это не противоречит научным данным? Дело в том, что если говорить о происхождении мира, то в последнее время большинство ученых придерживается гипотезы Большого взрыва. То есть вначале говорится о том, что вначале существовал первоатом, потом в этом первоатоме содержалось все видимое, все вещество видимой Вселенной. А потом произошел какой-то непредставимой гигантской силы атомный взрыв, когда этот атом взорвался. Ну и фактически вот эта материя в таком виде, который сейчас мы наблюдаем, она начала существовать. То есть вот раскаленные куски материи начали разлетаться, началось вращение около центра Вселенной, начали образовываться звезды, планеты и так далее. Ну, а вот если взять Библию и посмотреть, что в Библии написано об этом, о том, как произошла Вселенная, то вот попробуйте себе представить, как мог бы вот этот первоатом, ведь, хотя он и содержал вещество, все, которое содержится во Вселенной, тем не менее, это все-таки был атом. А атомные связи, они настолько сильны, настолько велики, что вот этот первоатом, он все равно был точкой. Хотя он и был точкой сингулярности, хотя он и содержал все вещество, видимое вещество Вселенной, все вещество видимой Вселенной. Так вот, как можно с точки зрения человека, который явно не изучал физику ни в университетах, ни в школе, описать вот этот первоатом, его возникновение, а потом вот этот взрыв? Ну и вот читаем, что написано в Библии. Вначале сотворил Бог небо и землю. Верующие люди знают, что слово «небо» относится к ангельскому миру, ну и, собственно, как бы оно, безусловно, не анализируется в рамках научных теорий. А вот создал Бог землю. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездной. То есть, представляете, вот этот атом описывается такими словами. Земля же была безвидна, вот этот атом, вообще говоря, его вообще нельзя было увидеть человеческим взглядом, если бы вдруг какой-то человек попытался на него посмотреть, если бы он в таком вот еще несуществующем пространстве каким-то образом мог бы оказаться. Безвидна и пуста, и тьма над бездной. Понимаете? Дальше. Об этом величайшие силы атомном взрыве. И сказал Бог, да будет свет. Ну вот, представляете, атомный взрыв и свет. И увидел Бог свет, что он хорош, и был вечер, было утро, день один.
Представляете? Вот как точно Моисей описывает именно то, что было. С одной стороны. А с другой стороны, да, ученые говорят, что вот сначала был первоатом, который взорвался. Но наука не отвечает на вопрос, а откуда он взялся, этот первоатом. Если он существовал всегда, но вот вечность очень серьезная категория. Вот если что-то существовало вечно, то оно по себе само измениться не может без присутствия чьей-то воли. Потому что вечность, она вот потому вечность и есть, что она неизменна. И тогда почему вот этот существовавший вечно первоатом вдруг взорвался? А если он не существовал вечно, то откуда он взялся? Понимаете, это вопросы, которые, вообще говоря, задаются, но на которые наука не может ответить. А Библия отвечает. Она говорит о вечном Боге, который был всегда, который имеет собственную волю, который благ, который есть сама любовь, и который действительно своей благой волей может сотворить все. И вот он сотворил этот первоатом. А потом, опять же, по его воле происходит вот этот взрыв первоатома. И сказал Бог, да будет свет. И вот возникает этот свет. Дальше. Если говорить дальше о сотворении мира, то во второй день, как говорится в Библии, Бог сотворил небо. Ну, очень многие такие вот ученые, не слишком глубокие, говорили о том, что как же это так, ведь понятно, что если летели эти планеты в безвоздушном пространстве, то вот как бы небо, оно вообще как таковое не существует, и это просто вот, если мы смотрим вверх, то мы видим небо, и вот если в Библии говорится «отвердие небесное», это вообще неграмотно и так далее. Но опять же, это вот мелкая наука. А вот если нам представить, что бытописатель об этом писал, то, наверное, вот что-то такое Богом было показано Моисею, как же все-таки происходил этот удивительный мир. И вот представьте себе, что было на земле в начале. То есть земля была молодой, земля была очень горячей. А все мы еще и знаем, что на земле было всегда и сейчас есть огромное количество воды. Но вот все мы знаем, что бывает с водой, если ее нагревают до очень высокой температуры. Вот до 100 градусов ее нагревают, а потом она уже начинает испаряться и превращается в пар. То есть вот если представить первобытную землю, в которой воды было столько же, сколько и сейчас, но вся эта вода была в виде пара, она окружала землю. Ну, можно предположить, что в такой атмосфере, которая паром заполнена, конечно, ничего не было видно. И вот в какой-то момент, когда земля постепенно начала остывать, что происходит? Происходит следующая вещь. Вот эта вода частично выпадает в виде осадков. Мы все знаем, что когда пар начинает оседать, вот он капельками стекает по стеклам, оседает в виде капелек на холодных предметах и так далее. Так вот, это и произошло на Земле, то есть частично вода в виде осадков выпала на Землю, а частично плотным слоем облаков окружила Землю. И вот если в этот момент, опять же, кто-то был бы из людей на Земле, а возможно, что это Богом было показано, именно показано Моисею, то вот это вот небо казалось бы, ну именно твердью. Но при этом еще есть глубинное знание, что Бог разделил воду, которая над твердью, то есть это вот облака, которые окружают землю, и воду, которая под твердью, то есть вода, которая покрыла слоем всю землю. Дальше же происходит следующее. Земля молодая. Даже сейчас нет, а какой-нибудь вулкан плюнет на нас пеплом. А тогда вулканическая деятельность велась очень активная, и, понимаете, вот вздыбливались какие-то участки подводного дна, появлялась суша, появлялись горы, появлялись моря, океаны, начинали течь реки. А если прочитать, как об этом написано в Библии, то будет так. «И сказал Бог, да явится суша, и да соберется вода в одно место». И стало так. И вот действительно все стало так. А потом, вот
вот потом уже совершается действительно божественное чудо. Потому что люди, которые занимаются вероятностью различных событий, подсчитали, сколько нужно времени, чтобы случайным перебором частиц образовалась хотя бы одна живая клетка. Ну, то есть как вот представляют эволюционисты появление живой клетки. Вот есть неживые молекулы, они каким-то образом случайно соединяются, и вот атомы случайным образом перебираются, в конце концов возникает вдруг живая клетка. Так вот, чтобы хотя бы одна живая клетка возникла, подсчитали ученые, но это уже глубокая наука, не хватит всего возраста существования Вселенной. Такие оценки тоже есть в глубокой науке, то есть как долго существует наша Вселенная. Так вот, этого промежутка времени не хватило бы, чтобы возникла случайным перебором частиц одна живая клетка. Ну а если мы посмотрим вокруг на то разнообразие жизни, которая есть на Земле, то понятно, что тут не одна живая клетка, а значительно больше. И вот это чудо как раз описывается, когда в Библии описывается третий день творения. «И сказал Бог, да произрастит земля зелень». И стало так. То есть, понимаете, вот огромное количество растительности, которое вот даже по различным исследованиям научным, оно вдруг возникло на Земле, оно возникло по воле Божией, по Слову Божьему. То есть фактически Библия, она поясняет научные данные, почему вот произошло все именно так. Ну и еще, если говорить дальше, то вот очень часто камнем преткновения является то, что по Библии Бог сотворил светило в 4-й день. Но опять же говорится там много всяких нелестных в сторону Библии слов о том, что вот как раз Земля-то она возникла как одна из планет, и что на самом деле и звезды, и Солнце, и Луна существовали, в общем-то, параллельно, а вот как бы неграмотные верующие люди, они решили, что только в 4-й день Бог сотворил светило. Но вы уже, наверное, можете себе представить, что если Земля была покрыта этим все-таки вначале достаточно плотным слоем облаков, то в какой-то момент времени при понижении температуры этот плотный слой каким-то образом стал более тонким. И местами действительно мы увидели вот то небо, которое могли бы, если бы мы были там, увидеть то небо, которое мы видим сейчас. То есть в какой-то момент вот через этот плотный слой облаков люди смогли бы, если бы они были в то время на Земле, увидеть и Солнце, и небо, и звезды, и Луну. То есть фактически, опять же, бытописатель, видимо, описывает то, что ему показывает Бог. А Бог ему показывает, что вот на Земле тогда могло бы быть видно Солнце, Луна, звезды. Еще далее. Конечно, очень интересен 5-й день, когда был сотворен животный мир. То есть вначале, как вы помните, полетели птицы по земле, когда поплыли рыбы по воде. И тут, конечно, опять вот возникает некоторое противоречие между эволюционной теорией, ну, кажущееся противоречие, и Библией. Потому что все-таки эволюционная теория вроде бы утверждает, что одни виды переходили в другие и так далее. Но вот Библия говорит, что все это, что было, оно происходило все-таки по Слову Божьему и с участием Бога. А само по себе, сам по себе переход из вида в виды не происходил. И вы знаете, вот последние научные данные, они как раз подтверждают именно это. Потому что, ну, начнем с того, что вот очень много веков уже существует человечество,
и обезьяны параллельно существуют. Но вот как-то ни одной обезьяны не было почему-то поползновения слезть с дерева, начинать размахивать палками и камнями и стать человеком. Ни в каком варианте. Ну, это как бы немножечко такое шуточное, конечно, высказывание. Но вот если посмотреть, все-таки получается, что все виды очень-очень устойчивы. Вот, например, есть такая муха дрозофила, которая очень быстро плодится. Все мы знаем, что если чуть-чуть какие-нибудь овощи оставим где-то так, и они начинают гнить, то вот эти дрозофилы, они сразу начинают летать с огромной скоростью и огромными тучами. Ну вот, используя это свойство дрозофил очень быстро плодиться, ученые решили их исследовать, как-нибудь на них воздействовать и получить какой-нибудь, ну хоть немножечко новый вид. И вот что они с бедными мухами не делали? В магнитное поле помещали, охлаждали, подогревали, воздействовали электромагнитными волнами и так далее. Ну, в общем, бедные эти дрозофилы, но как они были дрозофилами, так и остались. Даже был в какой-то момент такой случай, что какие-то крылышки у каких-то некоторых экземпляров чуть-чуть короче и так вот сморщеннее вроде как оказались, обрадовались ученые, решили, вот, сейчас получится новый вид. Но когда вот у этих мух с этими нестандартными крылышками родилось потомство, оно все равно было все теми же дрозофилами. То есть как была дрозофила, так и осталась. Никакого нового вида не получилось. Ну и там, в общем, если мы эти виды будем рассматривать, вот знаете, вот, например, скрестили осла с лошадью, получился мул. Но мул, как вы знаете, бесплоден, то есть вот потомство этот, так сказать, получившийся от скрещения видов, мул не дает. Ну и так далее. То есть виды на самом деле очень устойчивое образование, и вот реально никаких подтверждений того, что вот они просто так сами по себе из одного вида переходили в другой, животных нет. Потому что там на самом деле промежуточных скелетов, в общем-то, очень сильно не хватает. Ну вот, наверное, мое время уже истекло, я, наверное, буду заканчивать. Тамара Александровна, уже час я говорю. Угу. Тогда до свидания, дорогие коллеги. Ушел оператор, я не знаю, как отключиться. Если бы были какие-то вопросы, я бы могла еще на них ответить. Ага. Самое, конечно, удивительное – это вот сотворение человека, потому что нет ничего подобного человеку во всем мире. И тому так много свидетельств, и об этом тоже мы говорим в нашем учебнике, о сотворении человека, о сотворении женщины. В общем, все это очень интересно. Запись будет на сайте. В любое время можно посмотреть. Уже просто 4. 4 уже часа. Ну, туда же телефоном мне не позвонил. Ну, может быть, он там где-то регулирует процесс. Ну, все тогда. Хорошо. До свидания.